Сегодня в Сыктывкаре открылась выставка достижений и возможностей народного хозяйства Коми «Достояние Севера». Все муниципалитеты региона, 77 крупных и средних предприятий, творческие коллективы и вузы представили плоды своих трудов. Это эксклюзивные продукты, изобретения и проекты. Выставка Коми ВДНХ, которую последний раз в регионе проводили аж в 1976 году, снова при аншлаге. В этом убедилась Таисия Шляхтина. Перемещаешься от павильона к павильону и словно совершаешь путешествие по большой республике. Представители городов и районов в национальных костюмах и с песнями рассказывают об истории и уникальности своих муниципалитетов. Ижма удивляет гастрономическими шедеврами, национальными закусками с рыбой и мясными блюдами. Сыктывдин – изделиями местной сапоговаляльной фабрики. Кайгородок – с зажигательными танцами. Задача участников выставки – показать то, чего в других муниципалитетах не увидишь. Вуктыл решил научить юных посетителей выставки рисованию по воде. Техника нетрадиционного рисования. Она делается на уплотненной воде, для чего используется крахмал или можно использовать также клей силикатный. Оно уплотняется, чтобы была такая структура жидкого киселя, чтобы краска не падала вниз. Видите, она задерживается на поверхности. Затем спицей на воде рисуют узоры. В итоге на бумаге остается вот такое изображение. Что интересно, уметь рисовать в этом направлении совсем не обязательно. А вот и столица республики Коми – Сыктывкар. Здесь макеты с достопримечательностями города, фотографии с живописными видами и изюминка экспозиции – селфи-кабина. Можно примерить на себе винтажную одежду и сделать оригинальный снимок. Представляют столицу и школьники, которые занимаются робототехникой. Учащийся 35-й школы Илья Базаров уже 3 раза ездил на российские соревнования и с роботами хочет связать всю свою жизнь. Сегодня он представил модель Харвестера. Он своей клешней, тут еще планируется пила, чтобы срубить дерево. Потом его он обрабатывает, снимает кору и укладывает. Почетный гость, губернатор Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, сравнил выставку с тундрой, которая с приходом осени преображается и окрашивается неописуемыми красками. Главное достояние Севера, вот уж действительно его жители. Здесь представлены не только предприятия, здесь представлены и сервисы, и услуги, и, конечно же, потенциал, который, как я уже сказал, будет составлять основу возрождения нашей республики. Пройдя по этой выставке, понимаю, что насколько многогранна республика Коми, насколько здесь живут потрясающие, трудолюбивые люди, которые обожают свой край и производят практически все, начиная от предметов первой необходимости, заканчивая более серьезными вещами. Не отстают и образовательные учреждения Коми. Притягивает глаз яркая экспозиция колледжа искусств. Здесь презентация созданной студентами компьютерной игры об Усть-Сольске и комикс о Иркопе. Коми легенда, но выполненная в стиле комикса. То есть доступнее для молодежи восприятие вот как раз коми-эпоса. Мне кажется, это было бы интересно. И мы очень мечтаем, чтобы комикс этот был реализован. В принципе, можно разные легенды, можно сделать серию выполнить. И автор с удовольствием, он хороший график. Сыктывкарский университет имени Петерима Сорокина удивляет техническими способностями. Студенты Института информационных технологий собрали беспилотный летательный аппарат, который мог бы применяться даже в оборонном направлении. Причем управлять им с земли не нужно. Мы объединили 2 технологии – компьютерное зрение и нейронные сети. И наш беспилотный летательный аппарат, в данном случае это прототип, собранный в нашей лаборатории. Центральный процессор, который установлен в нем, он обрабатывает в режиме реального времени информацию, которую получает с видеокамеры, сравнивает ее с картой местности и управляет сам собой. Поражают масштабностью и проекты в области диагностики состояния организма. Например, с помощью этого оборудования процессы в поврежденном головном мозге можно рассмотреть детально и назначить лечение. Говорят, это база, на которой будет строиться медицина будущего. В основном проекты адаптированы либо на доклинические исследования, либо исследования для определенных видов профессиональной деятельности. В частности, мы работаем очень плотно со спортсменами, как в детско-юношеском спорте, так и в спорте высших достижений. Ну и, так скажем, изучаем проблемы, которые очень важны при реабилитации людей после спинальных патологий или после инсультов.
Здоровью посвящены сразу несколько павильонов. Где-то можно проверить свое физиологическое состояние, а где-то научиться оказывать первую медицинскую помощь. На площадке Центра медицины катастроф Коми под руководством врача и фельдшера можно провести сердечно-легочную реанимацию на специальном тренажере. Оказывается, искусственное дыхание требует серьезной подготовки. Голову разогните посильнее. Не получается. Не получается. Пробуйте. Коми ВДНХ, которая впервые проходила в 1936 году, вновь оказалась популярной. Еще до официального открытия холл торгового центра заполнился посетителями. Судя по отклику горожан, выставка станет традиционной. Кстати, в правительстве Коми уже подумывают о строительстве многофункционального крытого экспоцентра, который станет постоянной площадкой для таких мероприятий. Таисия Шляхтина, Вячеслав Беспалов, Павел Фетисов, телеканал Юрган, Сыктывкар.